Здесь соединяется энергия солнца и воды. В бассейне суточного регулирования, в народе больше известного как озеро ГЭС-5, устанавливают первую в стране плавучую солнечную электростанцию. Самый главный ее плюс – конструкцию можно установить на любой действующей гидроэлектростанции. Это облегчает процесс передачи выработанной энергии. Она по специальному кабелю будет идти к уже работающему трансформатору. У нас в кабеле такой специальный у них. Внутри гофры такой, труба пластмассовая. На нем будет тянуть вот так дальше. И приходит до берега. От берега начнем тянуть под землю. У нас затягиваем проводы подземным. Станция хоть и плавучая, но собирают ее на суше. А чтобы было легче транспортировать до воды, построили деревянный пирс. Для начала у нас сложно было, да. Вот когда мы приехали, нам неудобно было негде ставить. Придумали вот эту плотину, вот видите, с досками такая. И на нем мы стоим сейчас и начинаем выпускать. Сами сделали, сами придумали. Уже готовую конструкцию отправят в самый центр озера. Так панели смогут впитать максимальное количество солнечных лучей, а значит выработать больше электричества. Усиливающий эффект будет оказывать и отражающее свойство воды. Реализует проект ОАО «Чакан ГЭС». Грант на эти цели выделил Азиатский банк развития. Фотоэлектрические панели устанавливают на водной площади 1200 квадратных метров. Азиатский банк развития выделяет грант как техническую помощь нашей республике для дальнейшего развития, воплощения, дальнейшего увеличения, соответственно, мощностей таких станций, показать, что это выполнимо и очень выгодно. Вырабатывать плавучая солнечная электростанция будет 100 киловатт, но здесь стоит отметить, что проект рассматривается в первую очередь как поддержка работы действующих станций в пиковые периоды и в периоды недостатка водных ресурсов. При успешном завершении проекта ОАО «Чакан ГЭС» намерена продолжить установление солнечных электростанций на территории водохранилища. Тем более, что условия позволяют установить такие станции на 60% поверхности озера.